Всем привет! Вас приветствует канал Стархан. Сегодня будет поездка на озеро Каинды. Слышите, как поет кукушка? Ночевали мы в поселке Саты, встретили такое утро. Потом в 8 утра за нами приехал пазик, и мы поехали в Каинды. Дорога заняла у нас около полчаса. Ехали мы на пазике. Вот такая вот красота. Поднимались мы пешком, так как мы рано приехали, не было пазика, который доводит 2 километра. Там все равно получается пешком идти еще 1 километр. Но наши дети справились, с чему я очень рада. Подниматься было очень трудно. Мы поднимаемся на Каинды. Такая тропинка, там речка. Елки. Какая красота. Мы поднялись уже. Шли мы не знаю сколько, то ли 40 минут, то ли час. Вот мы дошли, видите, это озеро. Но нам надо было еще пройти через вот такой мостик, через такую речку. И вот мы прошли, еле как нашли. Вот мы до сих пор еще идем по такому лесу. Там везде растет земляничка. Но с детьми не стоит. Они плачут, но это... Наконец-то мы пришли. Но все старания и усилия этого стоили. Смотрите, какая красота. Здесь слышно эхо. Ку-ку! Красота, красота. Смотрите, где мы. Просто. Ага. Но я счастлива, что мои дети увидели такую красоту. Хоть и дорога была нелегкая, но эта красота этого стоит.
Налюбовались природой, теперь спускаемся вниз, обратно домой. Смотрите, какой путь мы проделали. Вон там деревня. Дорога длиной 3 километра. 2 километра поднимаешься вверх и километр спускаешься вниз. Обратно, конечно же, легче. Спуска еще. Ну, спускаться легче, конечно, чем подниматься. Но природа, да, должен быть физически силен. Здесь столько бабочек, белочек, красота. Надо тренироваться, восстановить свое дыхание, а то капец. Дочь устала, муж ее поднимал, потому что у нее обувь была неудобная. Берите с собой удобную обувь, это прям кроссовки с твердой подошвой. Какая энергия бьет внизу, с каким течением. Только зеркало. Здесь больше дикая природа, чем в Тульсае. Когда мы ехали назад, я села вперед пазика. Хотела показать, какая же дорога здесь. Дорога же, конечно, вообще бездорожье. Я очень боялась уронить свой телефон, так как машина вообще дергалась и дергалась. Если вам понравилось или если у вас есть какие-то вопросы, пишите свои вопросы, постараюсь ответить. Мы не прощаемся, мы с мужем хотим поехать зимой, без детей, увидеть эту природу. Сейчас мы будем ехать прям по речке, по горной речке. Мне было очень страшно, думаю, вдруг мы застрянем. Но водитель опытный. Кстати, за полную машину пазика он взял 20 000, это туда-обратно. Он нас привез и сказал, что через 3 часа заберет. Мы планировали свое время. Вот и вторая речка, которую мы проехали. Люди пытаются и на легковых проезжать такие речки, но я бы не советовала. И водитель сказал, что дальше есть поглубже. Это типа не глубокая, можешь проехать, но дальше типа придется тебе оставить эту машину. И я не знаю, водитель, скорее всего, оставил там машину свою и пошел пешком. На этом наше путешествие в озеро Каинды закончилось. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. На нашем канале будет много интересного. Всех любим. Всем пока-пока.